Добрый день, я приветствую аудиторию Сахай информационного агентства. Мы продолжаем работу наших дискуссионных площадок «Общая забота». Напомню, что это совместные круглые столы с нашими коллегами, районными газетами в рамках проекта «Жизнь в районах». Меня зовут Розалия Борисова, и я буду модератором нашего сегодняшнего круглого стола. Информация сегодня добирается до нас в считанные секунды. Всемирная сеть интернет дает нам возможность следить за событиями не только страны. Мы можем быть свидетелями любых мероприятий на любом континенте в режиме онлайн. Но далеко не все жители республики имеют такую возможность и узнают о главных событиях Якутии спустя неделю, а то и две. Как доставить в срок корреспонденцию, как оставаться информированными в условиях Севера. Качество почтовых услуг в районах Якутии – тема нашего сегодняшнего разговора. И тема выбрана не случайно, потому что в последнее время чаще всего якутяне жалуются на работу почты. Очереди в почтовых отделениях, неудобный график работы, задержка корреспонденции и периодики. Многие отправления подолгу находятся на складах, ряд отправлений просто не доходит до конечного адресата. Газеты и журналы доставляются с приличными задержками, а то и вовсе не доходят до подписчиков. Сегодня мы обсудим существующие проблемы, попытаемся найти выход и решение. Надеемся, что во время круглого стола у нас получится очень конструктивный и деловой разговор. И сегодня у нас в качестве экспертов выступают руководитель якутского филиала Почты России Алевтина Игнатьева, пресс-секретарь якутского филиала Почты России Ася Соловьева, первый заместитель министра связи и информационных технологий Николай Гришаев. Также присутствуют у нас наши коллеги из газеты «Якутия» Юлия Ходулова, газета «Сахай-Сиряне» Вера Акимова, а также Якутское Сахай информационное агентство Григорий Фоменко. Здравствуйте. На связи с нами также редактора наших районных газет республики. Вопросы от них к нам поступают в режиме онлайн. Мы работаем в прямом эфире. И давайте сейчас начнем. У нас первый вопрос из Верхнеколымского района. Пишет нам редактор газеты «Колымские новости» Мира Шаркевич. Верхнеколымчане не могут получить бесплатные газеты Якутии и Саха-Сирен. На почте никто разъяснений дать не может. Работают только 2 человека – оператор и сортировщик. Начальник ОПС редко появляется на работе. Почтальонов нет. За январь месяц получили подписчики сами газету в отделениях почты, а операторы и вовсе заявляют, что эти газеты приходят на продажу. Алевтина Ивановна, вопрос адресован вам. Добрый день еще раз, коллеги. По поводу доставки почтовых отправлений в Зырянку. Хочу сказать, что на сегодняшний момент, ну даже не на сегодняшний момент, а на 8 февраля 2017 года тот вопрос, который вы сейчас озвучиваете, он был решен полностью. Во-первых, были там и такие проблемы, как отмена авиарейсов. У нас 2 авиарейса были отменены, и, соответственно, приоритет у авиаторов был отдан пассажиропотоку, и вся наша почтовая корреспонденция была доставлена к концу января. По поводу того, что газеты идут на продажу, это совершенно неправильно, неправильный факт, неправильное утверждение, скажу так, да. Операторы, но вообще газеты Саха-Сиря и Якутия у нас уже на продажу не идут, да, они сегодня к нам не доставляются в розницу, и, соответственно, мы не можем ими торговать. И продать их они не могут, потому что вся технология, база, по которой мы сейчас работаем на почтовом окне, оно все взаимосвязано. То есть если нету в системе этой газеты, ты ее продать не сможешь. Вот. По части того, что вообще вот то, что касается работников, персонала в ОПС «Зарянка», хочу сказать, что данный район у нас находится в прерогативе. Мы постоянно проводим там проверки, и в части укомплектования, ну, начиная даже от начальника ОПС, да, у нас все это идет под жестким контролем.
В 2015 году мы Зарянке выделили новый автотранспорт для доставки почтовых отправлений внутри района. И хочу сказать, что на сегодня у нас по доставке внутри района проблем нет. К нам вот поступают вопросы с Ленского района. Говорят, что подписчикам все-таки до дома не доводят ни газеты ни Саха-Сирия, ни Якутия. Здесь, значит, смотря какой был договор с Сахамедиа. Есть доставка адресная до дому, есть доставка до востребования. Хочу сказать, что это совершенно новый проект у нас в республике. И, соответственно, когда внедряется новый проект, могут быть какие-то несоответствия. Да? Первый месяц был у нас пробный. Мы с руководством Сахамедиа собирались в конце января, подводили итоги января месяца и также рассмотрели логистику доставки в некоторые районы. И я думаю, что уже с февраля месяца таких проблем не будет ни со стороны Почты России, ни со стороны Сахамедиа. А что касается кадрового вопроса в отдаленных северных районах, то поскольку человек у нас в отделениях работает, есть ли нехватка в кадрах? Хочу сказать, что по Якутии у нас 97% укомплектованности штата. Это самый высокий показатель не только по Дальнему Востоку, но и в целом по России. К примеру, такие города, как Якутск, Алдан, Нерюнгри, 100% укомплектованность. В арктических районах, кроме как в Зырянке, на сегодня у нас вакансий нет. И про отделение 4-5 класса, которые находятся в Наслегах, там тоже 100% укомплектованность. То есть на сегодня проблема есть только в Мирнинском почтамте. Это город Мирный и сам город Ленск. Но ввиду того, что там, конечно, находится Алроса, находятся другие компании, у которых заработная плата намного выше, но мы работаем над этим. Надеемся, что все-таки Почта России стабильная компания, которая вовремя выплачивает заработную плату своим работникам, дает соцпакет хороший, и, соответственно, все-таки люди обратят внимание в Мирном и в Ленске, и все-таки придут к нам на работу. В этом плане мы тоже работаем. Не скажу, что прямо в Мирном районе у нас совсем нет работников. Работа ведется. Коллеги, у вас есть вопросы? Какова средняя зарплата в якутском филиале? Меня интересует зарплата почтальона. Хочу сказать, что за 4 года, начиная с 2013 года по сегодняшний момент, средняя заработная плата в целом по филиалу, она выросла на 30%, в том числе и у почтальонов. При том, что в 2016 году заработная плата у основного персонала, это начальники, операторы и почтальоны, зарплата повышалась 2 раза. Плюс с 1 июля 2016 года мы перешли на новую систему мотивации и премирования, которая ежемесячно происходит. То есть, если раньше премия составляла 15% от оклада, то сейчас премия это 30% от оклада идет. Плюс, конечно, еще дополнительные бонусы, которые наши почтальоны могут себе заработать и тем самым увеличить свою заработную плату. Это подписка, это торговля, это страховые продукты. Что касается операторов, плюс еще за переводы и многое другое. Бонусов очень много. То есть поэтому конкретно сказать, какая заработная плата именно у почтальонов либо у операторов, сейчас сказать невозможно, потому что у всех она разная, в зависимости от того, как он заработает.
То есть заработная плата состоит из 3 составляющих, да? Основная часть, переменная часть – это премия, плюс бонусы. Ну вот, в таком ракурсе. Спасибо. Следующий вопрос у нас. Письмо пришло из Жиганска. Его автор, редактор районной газеты «Эчигенсон НР» Алексей Матвеев. Пишут, что у них рады сообщить, что грустные ожидания не оправдались. Газеты приходят регулярно, хотя и с небольшим опозданием. Да? Но тут как раз такие погодные условия, скорее всего, когда самолеты не летают. Ну, очень рада это услышать, потому что у нас с Жиганском мы отрабатывали тоже порядка около 2 лет для того, чтобы стабилизировать кадровый состав данного ОПС, ну и вообще улучшить качество работы. Спасибо. Далее письмо у нас также из Горного УЛУСа. УЛУС считается одним из самых читающих, и количество подписок в районе не снижается уже много лет. Работники почты с таким объемом, нам пишут, справляются, и сбоев не бывает в доставке. Но у нас совершенно обратная ситуация в Тампонском УЛУСе. Редактор Тампонского вестника Людмила Винокурова сообщает, что многие жители района не удовлетворены качеством почтовых услуг. В этом году во время отчета главы района во всех наслегах, а также в райцентре УЛУСа жители жаловались на плохую работу почты. На место начальника районного отделения предложили найти другого человека. И вот, Алевтина Ивановна, всегда ли это у нас человеческий фактор, когда сбои в работе происходят? Хочу сказать, что, ну, мое личное мнение, да, начальник, каков начальник, таково и отделение. Но в части непосредственно вот Тампонского района хочу сказать, что там работает человек Уколова Ольга, она с очень большим стажем работы. На почте же работы очень много, там не только почтовые услуги надо оказывать, финансовый бизнес, посылочный бизнес, та же подписка, да, то есть направлений очень много. Сам процесс работы в отделении, он высокотехнологичен, практически все происходит в режиме онлайн, прием платежей и оказание услуг. Поэтому, ну, на сегодня у нас жалоб от населения, проживающие в Тампонском районе, в адрес нашего филиала, либо в адрес почтамта Чурапчинского нет. То есть, если есть какие-то конкретные, детальные вопросы, да, к работе почты, то, пожалуйста, можете обратиться на Чурапчинский почтамт, и мы проведем дополнительное расследование в части жалоб. Вот. Но на сегодня жалоб у нас нету по Тампонскому району. Спасибо. Коллеги? Ну вот осенью, значит, когда шла подписка на газеты, я вот, значит, целый месяц занималась этим от начала до конца. Тоже подписала там больше 1000 человек и на Якутии, и на Саха-Сяре. И вот сейчас они по-прежнему, значит, звонят на мой телефон. И вот я бы, наверное, выделила жалобы с Верхоянского УЛУСа. Там вот именно вот поселка, с села Верхоянск звонили. Прямо очень возмущенные, что им сказали, что с февраля будет еще меньше газет привозиться. И сказали, что будут, значит, газеты Якутии, Саха-Сяре раздаваться только по организациям. А вот, значит, простые граждане не будут лишены. С Верхоянского района, значит, хочу сказать, что там на Саха-Сяре и на Якутию подписали, на бесплатную доставку подписались более 1000 человек, насколько я помню, да. Жалоб от наших жителей, либо жалоб о том, что почта плохо сработала с руководства Саха-Медиа, не поступало. То есть я хочу сказать, что вот пока идет пилотное внедрение бесплатной доставки газет Саха-Сяре и Якутия, мы ну, каждый день общаемся и с Верой Арбукиной, и с Кириллом Алексеевым, раз в неделю общаемся.
То есть, ну, конкретных прямо вот таких жалоб нету. То есть, когда внедряется проект, нужна обратная связь, да. Если жители газету не получают, либо пусть они выходят туда, куда они подавали свою заявку, а заявку они подавали в редакцию, ну, либо в редакцию газеты «Якутия», либо в Сахасерия, да, либо в Сахамедиа звонили на колл-центр. То есть уже Сахамедиа нам даст ну, вот эти вот жалобы, и мы их будем уже конкретно отрабатывать. Коллеги, еще есть вопросы? Вопрос у нас с Авино-Батантайского района поступил. Работникам почты в наслегах Авино-Батантайского УСа в этом году в течение 1,5 месяцев люди не получили ни одной республиканской газеты и журналов. Люди просят разобраться либо вернуть деньги за подписку. Авино-Батантайский район. Авино-Батантайский район 1,5 месяца, это имеется в виду 2017 Да. год. Хотелось бы увидеть вот эту вот жалобу, чтобы мы уже конкретно, непосредственно с подписчиками ее отработали. Спасибо. Хорошо, передадим. Тут уже у нас вопрос касательно Министерства связи. Николай Викторович, ежегодно вы бываете с отчетами правительства в районах республики. Знаете, что вопросы, связанные с почтовыми услугами, актуальны для якутян не первый год и особенно для северных УСов. Какую работу сегодня Министерство связи проводит совместно с почтой, чтобы как-то решить эти проблемы? Добрый день всем. Ну, с Почтой России мы, на самом деле, работаем уже давно, работаем в таком тесном сотрудничестве. У нас подписано соглашение между правительством Республики Саха-Якутия и ВГУП Почты России. Мы постоянно, значит, стараемся решать вот проблемные вопросы, которые касаются, значит, возможной, значит, доставки, вот, той задержки, да, которая периодически происходит. Вы, наверное, помните, что в 2013 году вот мы с Алевтиной Ивановной встречали самолет Почты России Л-410, который создал очень такие хорошие конкурентные условия по доставке почтовой корреспонденции именно до районных центров. Помните, что у нас была проблема, что у нас сортировочный центр в Якутске был действительно склад забит, да, почтовой корреспонденции нашей авиакомпании в приоритете именно вот, наших граждан, авиапассажиров, не доставляли данную почтовую корреспонденцию, откладывали это на потом. И там месяцами почта задерживалась. Вот за 2014-2015 год эта проблема была, ну, на наш взгляд, снята. И мы это видим по обратной связи именно от граждан. Сейчас такие вопросы практически не возникают со стороны нашего населения, вот, что касается наших отчетов правительства. Мы пошли дальше, то есть в 2015 году Почта России получила около 75 единиц автотехники. Соответственно, вот, то, что касается доставки до наслегов, да, понятно, что если где-то нет дороги, где-то ее замело, не летает авиатранспорт, здесь проблема не только касается Почты России, это касается всего. То есть люди не могут добраться, не могут доставить какие-то, значит, продукты питания, товары. Это проблема общая, и правительство в этом направлении, ну, в лице Министерства транспорта и дорожного хозяйства тоже их решает. То, что касается вот, 2016 года, мы с Почтой России проработали по проекту, значит, организации посттерминалов, то есть это терминалы по приему платежей в безналичной форме расчетов. Почта России пошла дальше, она предложила населению возможность обналичивания, значит, денежных средств через эти же банковские терминалы. Сейчас Почта России — это действительно большая сфера разнообразных услуг. И, конечно же, мы сейчас ждем развития Почта-банка на территории Республики Саха-Якутия, и правительство, глава республики в этом заинтересованы, и мы готовы Почте России помогать в дальнейшем в плане развития. Вот что касается работы, да, как раз-таки опять интернет-связи, насколько помогает Почте России вот развитие интернета? Ну, развитие средств телекоммуникации
доступа в интернет не только помогает Почте России, она помогает практически всем секторам экономики. То, что касается, значит, управления федеральной почтовой связи по республике Саха-Якутия, буквально в 2017 году начался проект по использованию мобильных посттерминалов, где, значит, почтальоны, работники почтовой связи приходят к населению непосредственно и проводят все операции на дому. Данные мобильные устройства работают через 3G, через беспроводные технологии Wi-Fi. То есть это напрямую, конечно, зависит, во-первых, для удобства населения, во-вторых, упрощает работу Почты России. А возможность пользоваться интернет-приложением, мобильным приложением есть у всех жителей населенных пунктов? К сожалению, нет. Там, где развивается сейчас строительство оптоволоконных каналов связи, то есть мы сокращаем затраты для операторов. Там, где появляется возможность сотовым операторам запустить стандарт 3G, там действительно эта возможность будет. Но то, что касается тех населенных пунктов, где такой возможности нет, мы сейчас продолжаем, значит, данные населенные пункты охватывать беспроводным доступом в интернет по технологии Wi-Fi. Я думаю, что к 2020 году мы этот проект завершим. К 2020 году? Я надеюсь, что пораньше, исходя из тех планов, той финансовой... Крайний срок 2020. Да. Хорошо. Алевтина Ивановна, сколько сегодня подписчиков по Якутии, не только наших газет «Якутия» и «Саха-Сирия», которые выпускают «Саха-Медиа», а вообще журналы, другие газеты? Да? Сокращается ли число, либо наоборот увеличивается? В части, что касается подписки, подписка для нас, работа с нашими издателями, для нашего филиала, она один из приоритетов, стоит почти на первом месте, потому что у нас республика входит в десятку самых читающих регионов по России. Хочу сказать, что за второе полугодие 2016 года, второе полугодие к 2015 году рост тиражей у нас вырос на 3%. По итогам подписки на первое полугодие 2017 года у нас тиражи выросли. И все это благодаря тому, что Почта России у нас здесь в Якутии, мы убрали третью зону. То есть, соответственно, мы снизили цену подписки для арктических районов. То есть человек, проживая там в Чукурдахе, либо в Андрюшкино, он может подписаться по тем же ценам, что и Вилюйская группа, либо Нерюнгри. Затем, значит, что сделала Почта России? Почта России, значит, мотивировала региональные издания, районные издания на то, чтобы они входили в перечень социально значимых изданий. То есть любое издательство может подать заявку в Минкомсвязь Российской Федерации, подготовить пакет документов и войти в этот перечень. Получает скидку 30% на весь период подписной кампании. Хочу сказать, что у нас практически все наши республиканские и районные издания находятся в этом перечне. Плюс Почта России открыла свой онлайн-подписку, свою онлайн-подписку. У нас есть свой почтовый каталог. Войдя в этот каталог, можно получить дополнительную тоже скидку, плюс 25%. То есть делается все для того, чтобы заинтересовать наших жителей, поднять статус институт подписки и тем самым увеличить количество тиражей. Я думаю, у нас это получается, и получается притом неплохо. Также мы активно работаем. Почта России внедрила проект «Дерево добра». То есть любой человек, любая организация может оказать свою добрую волю и подписать дома
инвалидов, детские дома, бабушку, дедушку, ветеранов. Такие льготные подписки, да? Такие. Подписать за свой счет на подписку на газеты, на журналы, на колокольчик, на чуранчик, на Мурзилку, на Журфикс, ну, на любые газеты, на какие он захочет. И эта акция у нас очень успешно проходит. По итогам на первое полугодие 2017 года мы, значит, наши меценаты, скажем так, да, главы муниципальных образований, Конституционный суд, связисты, просто жители нашего и города, и нашей республики, они собрали порядка около 2 миллионов и подписали на тираж порядка около 2000 с лишним экземпляров. То есть говорить о том, что скоро подписки не будет, не читают, мы перейдем и забудем бумажную корреспонденцию, пока не стоит. Абсолютно не стоит. Хочу сказать, что помимо того, что мы оформляем подписку, мы еще и продаем газетно-журнальную продукцию, да, то есть газеты и журналы. Если брать статистику, то по сравнению с 2015 годом количество тиражей, газет и журналов в штуках, если брать, да, то, ну, грубо говоря, это розница, она увеличилась на 65%. То есть порядка около 2 миллионов штук газет и журналов мы продали по всей республике. То есть у нас люди читают, и читают с большим энтузиазмом, потому что растет рост продаж газет и журналов. Хорошо, спасибо. Предлагаю дать слово нашим коллегам. Алевтина Ивановна, у нас вопрос поступил от жителей Булонского улуса. В ТИКСе, оказывается, еще не получили до сих пор ни Якутии, ни Саха-Сире. Так, проблема самолеты у нас, там идет пурга уже идет 2-ю неделю. То есть, если они ее не получили, ну, соответственно, только из-за погодных условий. Конечно. То есть здесь мы мониторим, мы смотрим логистику, связываемся с авиаторами, узнаем уже напрямую. У нас есть связь со всеми 428 отделений у нас на почте по всей республике. Мы с ними держим связь, общаемся, у нас корпоративная сеть есть, какая погода, самолет прилетел, не прилетел. Также мы связываемся ежедневно с авиаторами, контролируем остатки почтовых отправлений на Якутском магистральном сортировочном центре. Хочу сказать, что если вот Николай Викторович сказал, да, если у нас к концу 2012 года в МСЦ лежало по 30-40 тонн почты, сейчас такого нету. У нас порядка приходит самолетами, ну, по магистрали идет с Москвы, скажем, да, почта приходит, это порядка около 5-7 тонн. Все это обрабатывается в течение суток и все отправляется. Алевтина Ивановна, можно задать вопрос? В продолжение темы ТИКСе. Во время правительственного отчета было сказано, что откроется почта-банк в ТИКСе. Можете прокомментировать, когда откроется? Ну, по почта-банку, что касается ТИКСе. В ТИКСе мы в прошлом году уже, это 2016 год, 1 ноября въехали в новое здание. Это здание расчетно-кассового центра. Мы взяли его в аренду у Нацбанка. То есть уже более такие хорошие условия для наших жителей в ТИКСе. По части прихода Почта-банка хочу сказать, что запланировано Почтой России открытие банковских окон в населенных пунктах. В основном это города и районные центры. Порядка около 37 банковских окон запланировано. Ну, это на 17-й год. На 17-й год, да. В том числе запланировано и в ТИКСе.
Ну, Какое решение? По срокам это, по-моему, второй квартал 2017 года, то есть Почта России должны там организовать уже предоставление банковских услуг. Ну, само внедрение Почта банка на Дальнем Востоке, почему он не внедрился, да? Ну, потому что у нас нету представительства Лето-банка вообще на Дальнем Востоке. Поэтому Дальний Восток, скажем, если в Новосибирске и в Иркутске уже Почта банк работает вовсю, то у нас пока еще внедрения его нет. Можно еще один вопрос тогда в продолжение Почты банка. В интервью от 14 ноября на нашем информагентстве вы говорили о том, что планируется открыть флагманский клиентский центр Почта банка. Скажите, пожалуйста, как это скажется на жизни якутян и вообще именно по районам? Но для того, чтобы открывать банковские окна в клиентском зале на почте, нужно, чтобы был офис Почта банка, соответственно, да? Предполагается, что сначала будет офис, а потом уже будет открытие банковских окон. А какого количества должно достигнуть количество именно банковских окон, чтобы открылся этот центр? Но в перспективе вообще Почта банк, он должен внедриться, как говорил Никифоров, Почта банк должен внедриться даже в удаленных населенных пунктах для того, чтобы людям было удобнее. Но я думаю, что со временем это так и произойдет. Коллеги? Можно я еще просто поясню по Почта банку? На самом деле вопрос прозвучал еще, как это отразится, да, на жизни якутян. Отразится очень, на наш взгляд, благоприятно, потому что будет конкуренция в сфере банковских услуг, которые сейчас мы не наблюдаем, да, особенно в труднодоступных населенных пунктах. То есть там нету ни банков, ни, соответственно, ни терминалов банковских, да, в виде банкоматов. Поэтому приход Почта банка, он создаст действительно конкурентные условия, и у людей будет выбор иметь ту или иную банковскую там, зарплатную карточку, да, и, соответственно, заинтересованность правительства Республики Саха-Якутия, вот, чтобы в каждом населенном пункте в каком-то виде Почта банк присутствовал, пусть даже при минимальных возможностях получения банковских услуг. Спасибо. У меня вот два вопроса. Вот я хотел узнать, сколько штатная численность сотрудников филиала Почты России в Якутии. И сразу второй задам. Какие издания самые, значит, читаемые в Якутии? Какие, вот, может быть, центральные вы назовете издания из прессы, на которые вот ведется стабильная подписка, так скажем? Ну, значит, начнем с первого вопроса. Коллектив у нас на почте молодой, средний возраст 40 лет, очень много молодых кадров у нас, работает порядка 2500 человек, стабильная компания, молодая, очень много перспектив впереди, быстро меняющаяся. Конечно, есть недочеты, есть какие-то там, скажем, частные моменты, но кто не работает, тот не ошибается. Правильно, да? Второе, в основном, конечно, у нас процентов 60 подписываются это физические лица, процентов 40 это юрлица подписываются. 50 на 50, то есть центральных изданий 50%, республиканских изданий 50%. Стабильно, из года в год, цифра не меняется. Из республиканских газет у нас очень пользуется популярностью, это газета «Кым». Тираж подписки порядка около 15 тысяч. Думаю, что до окончания первой половины 2017 года они догонят до 18 тысяч.
По журналам очень пользуются популярностью Байдам, Баянай. Но у нас журналы вот новые, глянцевые, они очень пользуются популярностью, люди очень хорошо подписываются, и тираж у них, конечно, тоже такой, но не очень большой, но стабильный. Спасибо. Можно, да, еще, Валентина Ивановна? А где находится самая отдаленная почта в Якутии и как вообще доставляется почта в арктические улусы, ну, допустим, к оленеводам? Как вы доставляете почту? Но тема оленевода вообще это очень интересная тема. У нас даже на почте есть такой проект, он называется «Оленеводы». У нас в республике 108 оленеводческих хозяйств, они расположены, вы даже не поверите, не только в Арктике, они даже есть и в Тампонском районе, есть и в Нерюнгри, есть и в Кобяйском районе. У каждого оленеводческого хозяйства есть юридическое лицо и есть почтовый адрес. Соответственно, почта доставляется на почтовый адрес. Вот. Но у нас была мечта, конечно, мы хотели бы тоже исполнить свою социальную функцию в части того, чтобы обеспечивать продуктами первой необходимости оленеводческим хозяйством. Но это еще пока в работе, поэтому об этом еще говорить рано. Продолжая разговор доставки, понятно, что в северные районы доставляется авиаперевозкой, да? Вот в центральные, близлежащие районы это наземный транспорт, в районные центры доставили и затем уже в населенные пункты. Вот здесь по срокам как? В тот же день доставляется, либо в течение скольки дней должна доставляться вся корреспонденция? Ну, есть определенные требования, нормативные документы. Это постановление номер 160, подписанное Фродковым в 2006 году. Ну, мое личное мнение, не как руководителя, да, а как человека, что для Якутии это неприемлемый нормативный документ, потому что требование такое, что с Якутска, скажем, до Саккырыра мы должны доставить за 2 дня. Самолет летает 1 раз в неделю. Ну, то есть до районных центров мы должны доставить за 2 дня. С районных центров до Наслегов тоже мы должны доставить за 2 дня. Но если у нас нету дороги, и если у нас нету, скажем, ну, нету транспортной инфраструктуры вообще в принципе, да, то, конечно, мы доставляем как можем. В среднем доставка идет раз в неделю с районных центров до далеких Наслегов. Работаем, скажем, ну, очень хорошо нам помогают наши главы Наслегов. Если в 2013 году мы делали тоже статистику, то 30% это отходило на перевозку почты, помощь глав Наслегов. Сейчас, конечно, этот процент уже понемногу снижается, потому что мы работаем над логистикой, смотрим, где можно будет найти перевозчика, чтобы облегчить труд наших глав Наслегов, да, потому что мы все-таки постоянно с ними взаимодействуем, и, конечно, любой труд, он должен оплачиваться, да, но есть, конечно, до сих пор у нас очень много таких населенных пунктов, куда главы Наслегов нам помогают почту доставлять. То есть сегодня пока у Почты России не во всех филиалах есть свой транспорт, я понимаю, да? В районных центрах есть свой автотранспорт, но, скажем, возьмем Верхоянский район. 9 отделений почтовой связи, 1 автотранспорт. Расстояние между населенными пунктами от районного центра, там по 500 километров, возьмем, скажем, Сайды, да, 500 километров по Земнику и 12 часов надо плыть на лодке. Ну, никак в сроки не уложишься. Если туда поедешь, надо вернуться, надо уже ехать в остальные 8, то, соответственно, это мы целый месяц будем одну почту. А почта невеликая, скажем,
взять объемы, ну, вот озвучивали Батагай Алату, в Бутантайском районе, я была в Кустуре, поднимали тоже данные, за весь год, скажем, за весь год люди получили почту всего 500 килограммов. Входящая почта. Но это мало, это очень мало. Конечно, поэтому призываю всех наших жителей активнее пользоваться почтовыми услугами, потому что почта, ну, на самом деле, далеко в наслегах, в населенных пунктах, это единственная связь с миром. А вот если немножко отойти от корреспонденции и остановиться на посылках, то как часто пользуются этим видом услуг? Посылки. Хочу сказать, что международное отправление. Но у нас регион очень интенсивно, очень любит заказывать по интернету товары. Мы входим в десятку тоже, ну, если не в пятерку самых активных регионов по интернет-покупкам. Объемы по сравнению с тем же, скажем, 2013 годом, они выросли в разы. Это чисто международное отправление. Пользуются люди, ну, это для нас, конечно, очень хорошо. Рост по посылочному бизнесу из месяца в месяц он растет порядка около 20%. Хорошо, спасибо. Алевтина Ивановна, Последние вопросы. хочу спросить, а вот в продолжении темы доставки, появится ли воздушная подушка для доставки почты в Заречные Улусы? Воздушная подушка появится. Мы над этим работаем. Сейчас оформляем техническую документацию для объявления тендера. То есть согласование с Авгуп мы уже получили, и сейчас чисто осталось такие технические моменты. И еще хотелось бы вернуться к теме банковского обслуживания. Будут ли установлены банкоматы в почтовых отделениях, в каком количестве, в каких районах? Ну, здесь можно, я поясню, да, там, где, значит, запланировано открытие банковских окон, в тех отделениях будут стоять банкоматы. Можете конкретизировать немного? Конкретизировать пока не могу, потому что список населенных пунктов, список отделений, где будут стоять, будут открыты банковские офисы Почта-банка, он еще не утвержден, поэтому об этом пока еще говорить рано. Я думаю, по этому поводу можно будет отдельно собираться, да? Тут можно, наверное, еще дополнить, то, что 7 февраля состоялась встреча министра связи и массовых коммуникаций Никифорова Николая Анатольевича с руководством республики. Значит, на данном совещании присутствовал Егор Афанасьевич Борисов, Евгений Алексеевич Чекин, Юрий Степанович Куприянов и наш министр Борисов Александр Ильич. Речь шла именно вот о нескольких вопросах касательно, значит, развития связи, в том числе и о почте. Значит, то, что касается Почта-банка, вот, то, что Алевтина Ивановна говорила, 37 окон в этом году будут открыты на базе отделения почтовой связи, но это не стопроцентное покрытие всех наших районных центров, к сожалению. Вот к 2018 году мы и хотим, чтобы Минкомсвязи России, в ГУП Почты России все-таки изыскали возможности и организовали, значит, данный вид предоставления услуг в первую очередь во всех районных центрах. В этом году будет охват, по-моему, 24, да? Или 26 районных центров полностью охватывают эти 37 окон. Ну, и из них где-то около 5 это в городе Якутске, несколько окон в Нерюнгри и в Мирном, ну, в крупных населенных пунктах. И вот из северных и арктических территорий Тикси еще несколько районных центров. Все. То есть у нас вот север и Арктики не стопроцентно будет покрытие именно в этом году. Поэтому наша задача, чтобы на 2018 год, ну, это совместная работа на самом деле, не только Почты России, это и правительство Республики Саха-Якутия, и муниципальных органов, потому что не все здания отделения почтовой связи будут удовлетворять тем требованиям, которые выставляет непосредственно Почта-банк. Вот. Ну, вот я поясню, Почта-банку вообще
организуется на базе Лето-банка. Лето-банк — это дочерний банк ВТБ-24. Вот. Ну, это просто для информации, чтобы было понятно. В связи с этим как будут все вот эти банковские услуги, они в основном будут связаны именно с ВТБ-24. И ну, до 1 апреля мы сейчас ждем, значит, ответ со стороны ВГУ Почты России и Минкомсвязи по данному вопросу. Соответственно, потом, наверное, поясним и уже расскажем более подробно именно вот развитие Почта банка. Но эта история только создается, то есть и Левтины Ивановны нет опыта создания именно банковских окон. Поэтому дождемся 2-го квартала, там будет все ясно и понятно. Я думаю, что всех корреспондентов, журналистов нужно будет пригласить, собственно говоря, уже там на месте и посмотреть. Ну и наш последний вопрос от Анивиры Акимовой. Так, у нас вопрос тоже поступил от жителей Миконского улуса. Они, пользуясь случаем, интересуются вот таким вопросом. Когда точно придет оптика в Уснеру? Ну, наверное, вопрос не связан, да, с почтовой связью. Да. Ага. Но я отвечу. Оптика в Уснеру планируется, что придет в марте этого года. Ну, строительство продолжается, средства телекоммуникаций развиваются. Вот, мы на месте не стоим. Вот. Подрядчик, компания ООО «Импульс», они буквально позавчера были в Якутске, вот, а вчера уже были в Хандыке. Вот. Решает вопросы именно то есть ускорения строительства. Ну, к сожалению, у нас вот ограниченное время подрядных работ, потому что люди-то могут работать, техника просто при таких низких температурах уже не работает. Вот, и поэтому в феврале продолжилась работа, и я думаю, что в марте мы уже торжественно запустим оптово-оконные линии связи в Уснере. С участием, кстати, возможно, министра связи и массовых коммуникаций России и Егора Федоровича Борисова. Что ж, спасибо. Мы благодарим наших коллег, редакторов районных газет, авторов наших писем, а также наших гостей, которые сегодня разъяснили, попытались нам объяснить, в чем проблема, попытались мы сегодня решить много вопросов. Надеемся, что наш разговор станет еще одним шагом к решению этих проблем. Ну а для тех зрителей, кто еще хочет задать вопросы по этой проблеме, мы не завершаем разговор на эту тему, вернемся к нему в ближайшем номере газеты «Якутия». Спасибо за внимание и до встречи.